Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы рассматриваем с вами карту Повешенный, Таро Безумной Луны, 12-й старший аркан. Сюжет на данной карте. Состоятельный горожанин подвешен за ногу на ветке в лесу лунного королевства. Он не пытается освободиться от пут. Его лицо спокойно, а тело как будто пританцовывает в воздухе. Часы на цепочке, небрежно перекинутые через каблук его ботинка, показывают начало 6-го. Они давно стоят, ведь на дворе уже ночь, весь лес залит мягким лунным светом. Время для повешенного остановилось. Он никуда не торопится. Его алый сюртук и сиреневые лосины свидетельствуют, что раньше этот персонаж любил быть в центре внимания, был деятелен. Но теперь ему нравится тишина. Мир перевернулся для него с ног на голову, и все вещи открываются с новых сторон. Он стал ближе к земле, к природе. Его мозг очищается и отдыхает. Основное толкование данной карты. Этот аркан означает уход от активности и замирания в одном состоянии. Руки повешенного сложены за спиной, что показывает его довольство своим положением. К сожалению, длительное зависание вверх ногами часто дает уже не новый взгляд на жизнь, а искаженную картину реальности. Человек врастает головой в землю, закапывается в происходящем. Его взгляд становится ограниченным, а сам он чувствует себя заложником. Ситуация по данной карте. Эта ситуация может быть как сложившейся вопреки воле человека, так и его сознательным выбором. Однако корни ее всегда лежат в прошлом. Вынужденный простой – это время подумать и сделать работу над ошибками. Сейчас не надо принимать решения и пытаться что-то переломить. Эта пустая трата сил принесет лишь мучения. Совет карты – не дергаться, оставить все как есть и подождать. При этом заниматься тем, на что влиять вы способны. Характеристика личности по данной карте. Это человек-жертва. Он не готов брать на себя ответственность за свою судьбу и ждет, пока кто-то решит за него конкретный персонаж или сами обстоятельства. Из этого он выводит философию человека-песчинки, которому не дано сопротивляться жизненным бурям. У него сложные отношения со временем, он не пунктуален. Понятие планирования, тайминг – это не про него. Не стоит пытаться ставить его перед выбором и ждать от него решений. Ожидание может растянуться на десятилетия. Часто 12-й аркан указывает на любителей природы, которые отдыхают душой, медитируя за городом. Отношения и секс по данной карте. Персонаж не свободен. Женат или связан множеством обязательств, дети, алименты, зависимость от родителей. Суть отношений – это привычка, которая мощнее любых чувств. Люди не понимают цену времени, что жизнь проходит, что ожидание не может длиться вечно. Отношения всегда неправильные и мучительные, но резко поменять их невозможно, так как пара находится в стесненных обстоятельствах. В сексе мазохизм, готовность идти на поводу у партнера, не думая о себе. Работа и финансы по данной карте. Человек – раб своей работы. Им все помыкают, он ощущает себя заложником ситуации. Финансовое состояние – большие и долгосрочные долги, кредиты, ипотека и так далее. Работа не устраивает, но и потерять ее страшно. Девиация или нестандартное поведение по данной карте. Это мазохист, получающий удовольствие от страданий. Нижний в паре БДСМ, вечный мученик. Карта дня. Убывающая луна. Повешенный легче проживается на этой фазе, способствуя принятию того, что пока ничего изменить нельзя. Необходимо дать ситуации отлежаться и научиться черпать инсайты снизу, то есть обратиться к своим корням.
На растущей Луне вы испытываете внутреннее напряжение и сильно нервничаете, ибо изменить ничего не можете. Карта рекомендует поехать на природу, покопаться в земле, подышать свежим воздухом и ощутить радость от настоящего момента.